Мгм. Мгм. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы с вами начинаем семинар «Как использовать банки заданий по читательской грамотности на уроках естественно-научного цикла». Сегодня этот семинар проведут сразу три специалиста. Это будет методист, все будут методисты кафедры естественно-научного образования КРИРО, я, Попова Светлана Александровна, учитель химии, Наталья Валерьевна Турышева, учитель физики, и Наталья Владиславовна Чернова, учитель биологии. Вот сегодня мы подробно расскажем о читательской грамотности, где брать задания, как пользоваться всем этим. Сегодня вы все это услышите. Так, что мы сегодня с вами увидим? Первое. Ключевые подходы к оцениванию читательской грамотности. В чем они заключаются? Второе. Представление результатов России по читательской грамотности в международных исследованиях. Проблемные области формирования читательских умений у российских школьников на основе анализа результатов международных исследований. Это будет не подробно, это будет только вскользь. Использование банков заданий по читательской грамотности на уроках физики, использование банков заданий по читательской грамотности на уроках биологии и задания по читательской грамотности на уроке химии. Сегодня вы все это посмотрите. Итак, первое. Что такое чтение? Чтение человек использует издавна, и чтение использует как способ познания мира, как возможность участия в социальной жизни, как средство достижения своих целей, инструмент для решения своих задач и, наконец, как простое элементарное хобби. Хобби, которое приносит огромное удовольствие. Умение для современного читателя очень важно, чтобы человек умел сейчас осуществлять эффективный поиск, сортировку и фильтрацию большого объема информации. Вы знаете сейчас, какой поток информации льется на нас с вами. Это и радио, это и телевидение, это интернет, самые разные источники. И необходимо вот в этом мире очень правильно ориентироваться. Производить поиск нужной информации при просмотре множественных источников, потому что не каждый человек может выбрать из литературного источника или еще с какого-то другого источника нужную информацию. Этому надо тоже учить. И использовать информацию
генерацию текста для решения поставленной задачи. Ну, это то, чему человек издревле учился, используя книги, используя тексты, решая свои собственные задачи. Оценка читательской грамотности проводится на основе международных исследований PIRLS и PISA. Вот подходы в этих международных исследованиях немножко разные. Если мы возьмем исследование PIRLS, это Progress in International Reading Literacy Study, проводится оно среди школьников 4 классов, примерно это 10-летние школьники. И PISA – это Program of International Student Assessment, 15-летние школьники, это школьники 9 и 10 классов. Вот если мы возьмем PIRLS, то там читательская грамотность рассматривается как способность понимать и использовать письменную речь во всем разнообразии ее форм для целей, требуемых обществом и ценных для индивида. Люди читают, чтобы учиться, чтобы участвовать в школьных и внешкольных читательских сообществах и для удовольствия. PISA рассматривает читательскую грамотность как способность человека понимать и использовать тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. Обратите внимание, вот здесь об удовольствии, которое человек получает от чтения, речь не идет. Факторы, которые влияют на читательскую грамотность. Итак, вот эти два исследования, они проверяют читательскую грамотность. А что же влияет на эту самую читательскую грамотность? Первое – новые технологии, влияющие на характер чтения и передачи информации. Во-первых, человек очень много стал читать с монитора. Во-вторых, очень много человек стал читать, используя гаджеты, самые различные гаджеты. Это и электронные книги, это и планшеты, это и телефоны, и самые разные источники. Поэтому вот эти технологии, их никуда не деть дальше, они будут только развиваться, и они будут тоже влиять на характер чтения и на характер передачи информации. Второй фактор, который влияет на читательскую грамотность, это потребность читающих быстро адаптироваться в изменяющемся контексте, обучаться, используя различные источники информации одномоментно. Очень быстро все это меняется, и потребность читающего человека, люди вообще очень быстро адаптируются ко всему этому, и потребность обучаться вот в этом новом контексте, в том числе и в интернете, в том числе используя самые разные источники, которые человек может получать не из книги, а из какого-то другого источника информации, это тоже потребность будет возрастать. И третий фактор – это необходимость применять полученную в процессе чтения информацию в разных ситуациях, в том числе нестандартных. Причем, наверное, в настоящей ситуации вот этот третий фактор, он определяет первый и второй. То есть человеку необходима информация для того, чтобы применить ее в процессе работы, в процессе еще каком-то. Но в любом случае чтение необходимо для того, чтобы применить эту информацию в повседневной жизни. И первые два фактора, они будут усиливать свое влияние. Какие существуют подходы к оценке читательской грамотности? У Натальи Валерьевны Турышевой она подробно вот тут вот остановится, да, как текст анализируется, значит, какие этапы работы с текстом, она все это скажет. Вот. Но какие подходы? Первое. Акценты на чтении составных текстов. Вы все знаете, что человек читает не только один текст, человек читает, люди читают, особенно взрослые люди, которые постоянно и непрерывно учатся, читают одновременно несколько текстов. Необходимо интерпретировать, уметь интерпретировать полученные данные, обобщать информацию, которую человек получает из нескольких источников. Это называется критическим чтением, вот, критическими технологиями обучения, и как угодно вы это назовите, но это совершенно необходимо в нашей современной ситуации.
Второй подход – применение полученной информации в разных жизненных ситуациях. Это и самые разные инструкции, которые человек читает для того, чтобы изучить, как работал прибор. Ну, это самое примитивное, что можно привести в примере. Да? Вот. Это и самые различные методики, и все, что угодно. Но это информация, которая необходима нам и в работе, и в повседневной жизни. И третий подход, который сейчас, наверное, превалирует, добавлено умения, связанные с осмыслением и оценкой информации, то есть умение критически оценивать качество и достоверность информации, обнаруживать противоречия, применением полученной информации при решении широкого круга задач. То есть прочитал, как это потом применить. Это очень важно, особенно в современном образовании. Инструментарий. Вот инструментарий может быть разный. Во-первых, это могут быть комплексные задания, объединенные общей темой или проблемой. Какие бывают задания, мы с вами остановимся немножко позже. Второе. Вот эти комплексные задания объединены в блоки. Каждый блок включает текст, в котором представлена некоторая ситуация, и она содержит, эта информация, от 7 до 10 вопросов различной степени сложности. Задания близки к реальным проблемным ситуациям. Они могут быть связаны непосредственно с информацией предложенного текста, с информацией, полученной при изучении самых разных предметов, и с личным опытом каждого человека. И для выполнения заданий требуется сформированность общеучебных и интеллектуальных умений. Вот это очень важно. Нацеленность на межпредметные связи и нацеленность на метапредметные цели, да, она очень важна. Вот это сейчас очень хорошо видно. И вы это увидите, когда мы будем с вами рассматривать задания, которые предлагаются детям на международных исследованиях. Вот по химии, по физике вы все это сами увидите. Там нет четких границ между предметом физика и химия, там это метапредметные связи. Какие существуют подходы к отбору текстов? Первое. Текст обычно большой. Вы видели, что в ВПРах последних лет обязательно есть задачи на читательскую грамотность. Вот эти задачи, они обычно содержат достаточно много текста, и они информационно насыщены. То есть они содержат достаточно много информации, которую ребенок может извлечь из этого текста. Второе. Отсутствие привязки к содержанию разных образовательных областей, представленных в школьном курсе. Но это то, о чем я только что сказала, и то, что с вами посмотрим чуть позже. Соответствие возрастным особенностям восприятия ученика, конечно, я думаю, каждый человек понимает, книга, которая предназначена для старшеклассников, ее не могут читать дети младшего школьного возраста, да, в силу того, что воспринимается материал по-разному. Соответствие читательским и жизненным интересам учеников. Это очень важный пункт и очень важный вот этот подход. Почему? Потому что если, вы сами знаете, уважаемые коллеги, на своем собственном опыте, если человеку что-то интересно, он способен свернуть горы. И если есть у человека жизненный интерес, читательский интерес появится, да, у него всегда появится мотивация для того, чтобы изучать тот или иной материал. И, наконец, последний подход – это возможность разработать задания, готовящие к жизни на основе данного текстового материала. То есть берется текст, который чаще всего встречается в научно-популярной литературе, бывает и в художественной литературе. И вот эти тексты потом адаптируют, разрабатывают задания, которые готовят к жизни. Какие существуют тексты? Ну, наверное, я сейчас только скажу сплошные, не сплошные, составные. А вот их разницу вы увидите вот на этой диаграммке. Вот посмотрите. Сплошной текст, понятно, это буковки, буковки, буковки. Вот они, вот это сплошной текст. Вы его видите, вот этот сплошной текст, да, здесь нет ничего лишнего. Не сплошные тексты, ну вот сплошные тексты, это могут быть и статьи в газетах, и все что угодно. Не сплошные тексты или вот эти вот, вы видите эти тексты, это тексты с использованием диаграмм, рисунков, карт,
чего угодно. То есть это наглядный материал. И смешанные тексты. Вы видите, вот здесь очень хорошо это видно. Текст достаточно большой. Посмотрите, в несплошных текстах текста достаточно мало. В смешанных текстах достаточно много и текста, и визуального материала. И вот тут, на этом примере, это тоже очень хорошо видно. Вот эти тексты, все виды текстов, они используются в международных тестированиях, в том числе и в российском тестировании, которое всероссийская проверочная работа. Там используются самые разные виды текстов. Какой может быть формат ответов? Опять же, по всероссийским проверочным работам вы знаете, что ответы могут быть разные. Во-первых, самое распространенное и самое первое, что появилось, когда появилось тестирование в нашем российском образовании, это выбор ответа из ряда предложенных. Одного или нескольких, в том числе заданного графически. Второе – выбор ответа внутри текста выделением. Это новое. Да? Этого не было ни в ВПР, это не было ни в ЕГЭ, это не было ни в ОГЭ, ни в остальных тестированиях. Вот это появляется уже. Выбор ответа внутри текста выделением. Дальше. Расположение ответа в определенной последовательности. Это тоже мы знаем, что это такое, да, и формат ответов действительно может быть задан в определенной последовательности, в виде определенной последовательности слов, цифр или и того, и другого вместе. Это может быть заполнение таблиц, то есть проверяется умение определять информацию, устанавливать соответствие и так далее. В конце концов, пользоваться материалом, пользоваться сведениями, которые заложены в таблицах и которые нужно потом еще дополнить или заполнить. Далее, построение маршрута на карте. Ввод краткого ответа и ввод развернутого ответа. То, что сейчас от чего уходит ЕГЭ и ОГЭ, от кратких ответов, выборы ответов от задания с выбором ответа, переходит к развернутым ответам в одно, два или три поля. Там достаточно много историки, люди, педагоги, которые преподают обществознание, право, они очень хорошо это знают, вот там это появляется каждый год новое. Вот. И это, наверное, вот такие вот вещи, они придут в каждый предмет, и будет больше и в точных науках таких предметов, ну и тем более в общественных науках. Основные группы читательских умений. Вот я только схематично вот это сейчас скажу, Наталья Валерьевна, она потом подробно, она остановится вот на этих видах читательских умений. Читательская грамотность, это она проверяет опору на текст и опору на внетекстовое знание. Опора на текст – это умение найти и извлечь информацию, либо интегрировать ее в текст или интерпретировать. И опора на внетекстовое знание – это умение осмыслить и оценить ту информацию, которую вот здесь человек нашел. Потом, это самое главное, ну нашли, ну интегрировали, ну осмыслили. А самое главное, то, для чего это делается. Самое главное потом умение применить этот текст, это вот здесь, вот все это поле. И я... Вот кратенько, совершенно кратко, трудности российских школьников ПИЗа выявлены при выполнении следующих типов заданий. Сразу скажу, что мы находимся в группе с результатами ниже среднего. Наши результаты, ну, они, не, скажем так, не сильно плохие, ну и гордиться там нечем. Вот, результаты средние, вот, и нам есть к чему стремиться. На что обращает внимание? Первое. Дети не умеют выдвигать собственные предположения на основе размышления над текстом. Слабое установление различий между двумя текстами на одну тему, особенно в случае, если место расположения искомой информации не очевидно. Но это то, что мы с вами в детстве каждый делали с картинками. Установи, чем отличается, найдите 10 отличий и так далее. Вот это дети сейчас делать не умеют. Только с текстом. Это работа не здесь с текстами, а не с картинками.
Следующее выражение – идеи в художественном тексте, в котором представлено авторское осмысление в общеизвестной теме. Детям очень трудно. Дети не могут сформулировать, какая главная мысль в определенном кусочке текста. Дети не могут сформулировать главные мысли в параграфе учебника. И вот это вот оно прослеживается точно так же, не могут выразить идеи в художественном тексте. Далее. Очень слабо умеют сравнивать ситуацию текста с реальной ситуацией жизни. Это проблема и большая проблема. Обозначение маршрута на карте в соответствии с информацией текста. Текст отдельно, маршрут отдельно. Учителя физики, учителя химии, наверное, знают на своем собственном опыте, что часто так бывает, что дети не могут соединить все это вместе. Следующее. Оценка элементов формы текста в соответствии с коммуникативной задачей автора. Не могут оценить, какой это текст, что нужно вообще и для чего это нужно. Не могут опровергнуть высказывания, противоречащие информации текста, когда необходимо сделать обобщение, выходящее за рамки данной в тексте информации. Скорее всего, это особенности возрасткового периода, раз это школьники 9-10 классов, 15-летние школьники, но вы скажете, что школьники везде одинаковые, да, но надо учитывать все-таки национальные отличия здесь, и здесь, в нашей стране, национальные отличия здесь немножечко они посильнее, чем в некоторых других странах. Поэтому дети стесняются говорить, стесняются вступать в спор, поэтому здесь вот факторов очень много. Дальше. Проблема в оценке стилистических авторских приемов. Ну, во-первых, их надо знать, эти авторские приемы, а потом оценивать. И, наконец, выбрать текст в соответствии с содержанием вопроса при работе с несколькими источниками информации. Наши дети работают когда с одним источником информации и выбирают текст тоже с проблемами, с трудом выбирают это. А когда это несколько источников информации, это только усугубляется. Итак, вот сейчас, уважаемые коллеги, мы с вами посмотрим, как влияет читательская грамотность, вот все это, как это влияет на уроках физики. Итак, как использовать банки заданий по читательской грамотности на уроках физики? Турышева Наталья Валерьевна, старший методист кафедры естественно-научного образования Коми Республиканского института развития образования. Добрый день, уважаемые коллеги. Я вас приветствую на вебинаре, который посвящен использованию банка заданий по читательской грамотности на уроках физики. Меня зовут Турышева Наталья Валерьевна, я старший методист кафедры естественно-научного образования. Читать это еще ничего не значит, а читать и как понимать прочитанное, вот что самое главное, сказал когда-то Константин Дмитриевич Ушинский. Сегодня мы говорим о функциональной грамотности, которая включает в себя множество составляющих. И среди 6 составляющих наиболее часто на уроках физики мы с вами встречаемся с такими видами функциональной грамотности, как читательская грамотность, то есть учащийся должен уметь ориентироваться внутри текста, следовать каким-то указаниям в тексте, понимать, осмысливать, извлекать из текста какую-то информацию. Также на уроках очень часто мы формируем математическую грамотность на примере различных заданий, в которых необходимо сделать какие-то вычисления, перевести величину в интернациональную систему единиц и так далее. Ну и, в общем-то, самый главный вид функциональной грамотности на уроках физики – это естественно-научная грамотность, формирование которой происходит в большей степени с использованием различных экспериментальных заданий, при помощи каких-то опытов, практических работ и так далее, в которых мы изучаем всевозможные явления и физические процессы. Читательская грамотность на сегодняшний день включает в себя использование различных заданий в виде текста. Текстом может быть, например, текст физического содержания или это может быть текст учебника. Возможно, это тексты, которые мы встречаем на различных порталах сети интернет,
И самое главное умение в данном случае у учеников – это умение читать и понимать текст, воспринимать какую-то тему, идею и так далее. Это способность выстраивать какие-то собственные текстовые варианты, то есть какие-то суждения, какие-то высказывания и так далее. Уметь составлять вопросы, составлять по тексту планы, извлекать информацию, например, из каких-то чертежей, рисунков, графиков, которые мы даем на уроке. Это все включает в себя так называемая читательская грамотность. Если посмотреть на ее составляющие, то, в общем-то, все составляющие, которые мы здесь можем увидеть, это и находить информацию из текста, интеграция, интерпретация информации, осмысление, оценка текста, то есть на какие-то факторы, которые мы изучаем, допустим, связанные с изменениями в окружающей среде. И, то есть мы оцениваем точку зрения автора и так далее. Представлять эту информацию в виде каких-то конспектов и так далее. То есть все это составляющая читательской грамотности. Это все, что мы с вами работаем, то, с чем мы с вами работаем во время уроков. Тексты физического содержания, которые мы используем на уроке, в основном содержат информацию о различных физических явлениях и процессах, которые наблюдаются в природе и вообще в жизни человека. Тексты, которые мы используем, может включать в себя наблюдения, которые происходят во время какого-то опыта или эксперимента. Тексты, которые описывают различные устройства и приборы, которые мы используем в жизни. Тексты, которые содержат какие-то факторы, которые характеризуют, например, степень воздействия или загрязнения окружающей среды, их влияние на живые организмы, на человека, тексты общекультурного содержания и так далее. Если говорить о видах чтения, то можно, допустим, разделить все виды чтения на такие как ознакомительные, изучающие, поисковые, выразительные, рефлексивные. Все эти виды чтения мы с вами используем на уроке. Все эти виды чтения, они направлены на какие-то умения, на формирование каких-то умений определенных, которыми должен обладать наш выпускник в конце 9 и 11 классов. Если говорить об этапах урока, на каких этапах, как правило, нам использовать те задания, которые мы с вами сейчас используем для формирования функциональной грамотности, это все зависит, я думаю, что от специфики урока и зависит от того, какой по своим способностям, какой класс, и, соответственно, зависит от возрастных особенностей, то есть вот таких вот точек зрения, то есть как использовать задания по функциональной грамотности конкретно, здесь мы сказать не можем. Но мы можем сказать, что если по этапам урока, в основном вот эти этапы, которые здесь мы видим на слайде, они включены в различные виды урока. То есть урок изучения нового знания, это урок закрепления. И поэтому говорить о том, где мы с вами будем использовать, все зависит только от конкретного случая, от конкретного урока, от конкретной темы урока. Давайте посмотрим на несколько примеров. Я вот привожу вам пример заданий, которые есть у нас специальный сборник, который выпускает Министерство просвещения. И вот, например, тема урока у меня была «Атмосферное давление» в 7 классе. Вы знаете, что это не один какой-то урок, их несколько уроков. И заданий предлагается очень много. Вот, например, есть такое задание «Антиграф. Нехватка осьминогов», в котором рассказывается именно о том, как атмосферное давление работает на живых организмах, на технических каких-то приспособлениях, которые использует человек. И вот такие вот интересные задания здесь даются. Вопрос, где, на каком этапе эти задания использовать, как использовать. Да? Вот есть вот такие задания, тоже приводятся у нас в различных источниках, на портале РЭШ тоже у нас есть такие задания. И вот разные задания по теме атмосферное давление. Фрагменты этих заданий я вам сейчас привела, но это лишь только фрагменты. То есть не все задания, а лишь только фрагменты. То есть как использовать, какие использовать, где использовать, на каком этапе использовать. Вот для того, чтобы вы поняли, как это можно использовать, я вам приведу фрагмент своего занятия. То есть каким образом я использовала вот эти задания, которые я здесь увидела, как я их использовала на уроке.
Урок у меня назывался «Атмосферное давление, вес воздуха, атмосферное давление». Свой урок я начала с того, что показала, значит, учащимся вот такой вот слайд. То есть здесь на слайде мы с вами можем увидеть, допустим, вот работу присоски, да, муха и так далее. То есть урок начинается с того, что я задаю вопросы о том, как работает, допустим, почему присоска присасывается, то есть что удерживает ее, что муха удерживает на потолке, что общего, как вы считаете. То есть дети начинают высказывать какие-то свои предположения по увиденному, да, соответственно, я им демонстрирую вот такую вот машинку антигравитационную, которая может ездить по стенам, она может ехать по потолку. Но если у вас такой машинки нету, то можно использовать видео. В интернете видео очень много, как работает такая гравитационная машинка, антиграф. И, соответственно, потом уже ребята начинают высказывать свои предположения, а мы начинаем их проверять, эти предположения. Проверять при помощи простых опытов наглядных, которые мы с вами обычно проводим, эти опыты, да. Эти опыты можно провести и проверить, насколько сильно учащиеся, например, способны ли они вообще Магденбургские полушария растянуть, пробуем, по несколько человек встаем. А потом мы обращаемся к тексту учебника и смотрим на картинку. А на картинке мы видим, что для того, чтобы эти полушария растянуть, оказывается, понадобилось несколько пар лошадей. А это означает, что сила Архимеда, она достаточно большая. То есть вначале мы вводим это понятие Архимедовой силы, атмосферного давления, вводим понятие, которое формирует представление о том, что воздух имеет вес, да? И после того, как мы это все уже, эти понятия ввели, можно на этапе, как мы говорим, первичного использования умений, да, первичное использование, мы можем предложить вот эти задания. То есть когда учащиеся на первом этапе, они получили какую-то информацию, знают, что уже есть такое понятие, как атмосферное давление, можно использовать вот эти задания. Соответственно, можно эти задания также использовать на этапе уже закрепления учебного материала, да. То есть, например, вот этот опыт я демонстрирую во время урока для того, чтобы узнать, для чего был проведен этот опыт, как вы думаете, ребята. А потом мы этот опыт уже проводим, но проводим его со стеклянным шариком. Демонстрирую опыт с обычными шарами, и потом уже демонстрируем опыт именно со стеклянным шаром и доказываем, что воздух имеет вес. То есть вот такие задания, которые нам предлагают, вот часть этих заданий в виде текста можно использовать в начале урока, а уже задания к этому тексту можно использовать на этапах закрепления этой темы. То же самое при изучении вопроса измерения атмосферного давления, да, там, где ребята изучают принцип работы барометров, манометров и так далее, можно дать эти задания в самом начале урока. Но для того, чтобы ответить на эти вопросы, они должны прочитать сперва текст учебника, а потом уже с использованием текста учебника они уже отвечают на вопросы. И вот такого рода задания работе с текстом, так как задания имеют разный уровень сложности, то я обычно ребят организую в группы. И они работают в группах по 4 человека. Как правило, в группах ребята есть, которые достаточно уверенные, то есть достаточно сильные, мотивированные. И, соответственно, есть ребята, которые послабее, и организую работу в группе. То есть сперва они выполняют все вместе, а потом мы уже переносим на общее обсуждение, то есть кто как ответил на эти вопросы. Потом уже, когда мы говорим о теме урока, потом можно уже дать вот эти вот задания. Еще один пример, который хочу вам показать, это пример по теме электромагнитная индукция. Вот такое задание есть в книге, которая называется «Сборник задач» на сайте Просвещения. Его тоже можно будет купить, такой задачник. И там есть вот такие вот задачи. Одна из задач, например, индукционная плита. Как я использую такое задание на уроках? Сам текст и сам пример индукционной плиты
я начинаю урок с того, что, ребята, вы знаете вообще, что такое индукционная печь? И они начинают, вот я показываю индукционную печь, они начинают рассказывать, как эта печка работает, задаю вопросы, за счет чего она работает, как на этой печке лучше работать, чтобы, допустим, не обжечься, чтобы, допустим, как ее включать, как выключать и так далее. Ну, если, в общем-то, высказываний мало, то я им предлагаю инструкцию по работе с индукционной печи. И в этой инструкции написано очень много важных особенностей, на которые мы обращаем внимание. То есть, например, почему не нужно долго ждать, пока накалится элемент, что накаляет элемент, да? Допустим, вот вопросы связанные, да, как включить? А включить, оказывается, достаточно просто поставить посуду на печку, и она сама автоматически включается. Отключается тоже автоматически, когда, допустим, посуду снимаем. Почему? Как готовить, какую посуду использовать. Вот для того, чтобы ответить на эти вопросы, мы сперва изучаем явление электромагнитной индукции, и после того, когда мы изучили, мы снова возвращаемся к тексту, который получили в самом начале, и теперь мы уже пытаемся ответить на вопросы, но с учетом уже тех знаний, которые они получили во время урока. Организовать также эту работу можно в виде самостоятельной работы, желательно по группам, потому что вопрос достаточно сложный. И после того, как это все обговорено, уже можно потом обсудить, общие обсуждения организовать, то есть кто с чем согласен, кто с чем не согласен. Можно также это задание дать в начале следующего урока. То есть для того, чтобы активизировать к следующей теме урока явлению самоиндукции, например, можно сначала вспомнить, что такое явление электромагнитной индукции, и начало следующего урока можно использовать это задание как проверку тех понятий, которые мы изучали на уроке. Ну, в общем-то, примеров таких очень много, и я думаю, что каждый для себя нашел какие-то виды заданий и может, соответственно, понимать, как их использовать на уроке. Ну, давайте мы с вами немножко посмотрим, откуда можно эти задания брать. Есть неплохой сайт Институт стратегии развития образования, и на этом сайте мы с вами можем увидеть банк заданий, который разбит на 6 групп заданий, а также каждая группа заданий разделена еще по классам, то есть по классам, какие классы и какие темы. Здесь вы можете скачать задания и скачать, соответственно, методические рекомендации и систему оценивания вот этих заданий. Есть также такой сайт, называется «Единое содержание общего образования». Здесь мы с вами можем увидеть методические кейсы. Это кейсы с текстовыми заданиями, которые предназначены для проведения физического практикума. Тут задания, которые можно использовать на уроках или во время проектной какой-то работы или проектной деятельности. Работа может быть как индивидуальная, так и групповая. Кейсы достаточно разнообразные, хотя этих кейсов еще недостаточно много разработано, но, в принципе, на сайте можно вот то, что уже есть, можно это использовать. Также, я думаю, всем уже на сегодняшний день известен открытый банк заданий, но здесь появилась такая вот вкладка, называется «Открытый банк заданий для оценки естественно-научной грамотности». Задания здесь тоже можно использовать, но вот для меня чем этот сайт не очень удобен, то, что задания здесь расписаны по различным предметам, то есть химия, физика, биология и так далее. И задания приходится искать. То есть они не потемно как-то разложены, а разложены вот по классам, да? То есть для 7 класса, 8, 9 класса. Но в любом случае задания достаточно интересные. Каждому учителю нужно просто посмотреть, какого рода задания здесь есть, и уже подумать с точки зрения тех умений, которые там проверяются, на какой этап вы это задание будете ставить. Соответственно, есть у нас также на платформе Российской электронной школы, есть электронный банк заданий, тоже по функциональной грамотности. Зайти на этот сайт можно под своими логинами и паролями, которые у вас есть в РЭШ. Но это уже, мне кажется, уже на этапе проверки можно организовать. Здесь проверяется, естественно, научная грамотность по классам.
Вот, проводится уже диагностика, ребятам раздаются логины и пароли, и они могут, соответственно, пройти вот эти вот задания. Кроме этого, я порекомендую закупить для себя вот такие вот сборники, которые называют серия «Функциональная грамотность. Учимся для жизни». Сборники достаточно интересные, удобные в использовании. Есть по разным предметам, по физике, по химии, по биологии, и есть сборники именно для естественной научной грамотности. Сейчас выпущено уже два уже комплекта сборников эталонных заданий, два сборника, первый и второй выпуск, и задания здесь достаточно хорошие. На этом я заканчиваю свое выступление. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Итак, уважаемые коллеги, спасибо Наталье Валерьевне. Вот на что хочу обратить внимание. Наталья Валерьевна уже акцентировала свое внимание, что на сайте fipi.ru там размещены задания для классов по функциональной грамотности, задания по классам для 7 класса, 8 класса, 9 класса и так далее. На что я обратила внимание? Вот сейчас учителя проходят курсы как эксперты ЕГЭ и ОГЭ по проверке заданий, части С заданий с выбором ответа. Значит, на что обращаю внимание? Все мы проходим это обучение сейчас заочно. И в нашем кейсе, который нужен для подготовки учителей, есть вот такая очень интересная лекция. Я обратила внимание на тему лекции. Единая критериальная система оценки в общем образовании, которая в общем не относится ни к физике, ни к химии, ни к остальному другому предмету. О чем идет речь? Вот если кто-то из коллег будет принимать участие в проверке оценивания заданий ЕГЭ, ОГЭ, части С, вот те могут эту лекцию посмотреть внимательно. К сожалению, мы не можем ее скопировать, мы не можем ею воспользоваться, да, только там ее можно посмотреть. Но основная идея. Не случайно это появилось, мне кажется, не случайно это появилось, и посыл опять правильный. Скорее всего, крен будет в сторону метапредметности образования. Непредметного образования, конечно, предметы останутся, но на первый план выходит метапредметное образование. И это прослеживается четко в заданиях на сайте fipi.ru и вот в этой лекции «Единая критериальная система оценивания». Я предоставляю слово Наталье Владиславовне Черновой, эксперту, старшему методисту Коми Республиканского института развития образования. Пожалуйста, Наталья Владиславовна, извините. Наталья Владиславовна, простите, вам слово. Добрый день. Добрый день, уважаемые коллеги. Я немножко расскажу о тех заданиях, которые предлагаются в области именно биологической науки. Хотя надо сказать, что методические рекомендации по естественно-научной грамотности, они не делают разделений на биологию, физику и химию, а, как правило, идут как бы в совокупности. И задания часто даже содержат задания и из физической какой-то области, тут же к этому явлению или процессу предлагаются вопросы, и связанные с биологией и с химией. То есть не зря мы все-таки в одном цикле все работаем, и понятно, что дети должны иметь общее представление как о физических, химических явлениях, ну, скажем, которые действуют в биологических системах. Я не часто детям говорю, что, собственно говоря, если говорить о физиологии человека, то что такое физиология? Это физика и химия живых существ. Поэтому разделять, наверное, эти понятия порой бывает довольно-таки, ну, может быть, не совсем корректно. А что получилось? Почему вообще стали обращать внимание на читательскую грамотность? При анализе работ, которые дети выдают на ЕГЭ, на ОГЭ, а также на ВПРах, были обнаружены огромнейшее количество речевых ошибок, то есть какие-то отступления от речевых норм. Во-первых, нелогичные высказывания, когда, например, первая часть предложения, она противоречит второй части предложения. Ну, например, вот как алогизм такой, так как слоны проживают только в теплом климате, то это является ограничивающим фактором. То есть холодный климат является ограничивающим фактором, а не теплый. Ну, то есть вот такие нелогичные выражения встречаются.
Искажается суть термина. Диффузия, например, да, который встречается и в физике, и в химии, и в биологии этот процесс пишут диффизии. То есть есть такие неправильные ошибки грамматического плана, когда нужно правильно написать тот или иной термин. Не секрет, что у нас, например, в биологии иногда от одной буквы зависит смысл самого термина. Например, экология, наука об окружающей среде, взаимоотношениях живых организмов в окружающей среде, а этология, одна буква заменяется, да, это уже наука о поведении животных. Поэтому, конечно, нужно уметь грамотно писать тот или иной термин. Дети часто выдают так называемые вычурные варианты построения фразы. Вот здесь, вот, например, концовка фразы, так как в мире нет совершенства. То есть это не научный язык, и такие как варианты предложения, они неуместны при объяснении каких-либо процессов. Неоправданная инверсия, когда нужно поменять, наоборот, первую часть предложения со второй частью, и тогда будет логика видна. В данном случае сначала результат, потом только ссылка, почему это так происходит. И очень много было обнаружено речевых ошибок, причем разного характера. Я не стала на слайд определять все ошибки, но вот здесь мы видим, например, зимой деревья впадают в спячку. У нас деревья не впадают в спячку, это не животные, прекращается фотосинтез, поскольку просто листопад происходит. И листьев нету, нет хлорофилла, соответственно, и холодно достаточно. Понятно, что в этом случае у нас и замирает растение. Но спячкой назвать состояние дерева, это неправильно. Если говорить о том, какие модели заданий предлагаются, их, в общем-то, немного. Это всего 5 моделей, которые, в общем, проверяют читательскую грамотность, их можно использовать на разных этапах урока. И как мотивационный этап урока можно предложить такие модели для того, чтобы дети высказывали свои идеи какие-то и в результате урока потом проверяли эти идеи на гипотезы, так это или нет. Это можно и при уроках систематизации использовать такие задания. На развивающем контроле можно использовать эти задания. Вообще, если говорить о типах заданий, они очень напоминают те задания, которые встречаются в КИМах ЕГЭ, ОГЭ и ВПР, однако они не являются точной копией, то есть они несколько иные. Но они, тем не менее, требуют от учащихся осуществления определенных читательских действий. Извлекать информацию надо уметь, естественно, да, ее толковать, осмыслить, оценить и использовать. Давайте посмотрим примеры этих заданий. Вообще, вот эти все модели, они почему стали внедряться в нашу обучающую деятельность, поскольку они оказывают очень позитивное влияние на личность самого обучающегося. Что такое личностные результаты? Мы прекрасно понимаем, что речь идет о сформированности качеств личности, которые отражают ценностное отношение к живой природе в данном случае, к обществу или другим людям. И для того, чтобы формировать эти личностные качества, вводятся такие модели заданий. Разберем первую модель, выполняя это задание, где нужно работать с графиками, с диаграммами или таблицами, нужно выявлять какие-то закономерности, какие-то выводы составлять. И, естественно, тут не только в этом ценность этого задания, но и в данном случае нужно дать рекомендации по использованию этих полученных знаний в обычной практической деятельности, в повседневной жизни. Поэтому понятно, что здесь личностные качества очень хорошо мы можем увидеть, как они формируются. Задание второй модели. Модель номер 2. Модель номер 2. Здесь предлагается составить определенный текст по картинке, используя определенную инструкцию. Например, в данном случае я не стала вводить полностью это задание, там дается еще план, по которому этот текст нужно составлять, как пользоваться микроскопом.
Когда задания выполняются учащимися, здесь происходит демонстрация того, как они умеют пользоваться различными методами биологической науки. Вообще, надо сказать, здесь задания могут быть и другого плана. Это не обязательно может быть микроскоп. Например, может быть задание составить инструкцию по содержанию каких-то животных в домашних условиях. Но в данном случае ребенок тогда будет демонстрировать, насколько бережно он относится к живой природе. Или насколько правильно относится к окружающим или самому себе, если его попросят, например, в этой же модели задания составить инструкцию наложения жгута при артериальном кровотечении. Или же как оказать первую медицинскую помощь при утоплении или при попадании народного тела. То есть вот задания модели номер 2, они, как правило, вот такие. Что касается модели номер 3, вот эти задания представляют собой ценность именно по той причине, что они позволяют проверить, насколько ребенок или учащийся умеет проводить анализ вот такого иллюстрированного информационного объекта, да, и текста. Здесь как раз вот то, о чем говорили, это смешанное такое задание, где есть и картинка, и текст к ней. Необходимо найти, конечно, определенную информацию об этом объекте, ну и, соответственно, конечно, развивается некий познавательный интерес для того, чтобы вот рассказать о том, что из себя представляет тритон. Тут еще можно и какие-то сюжетные линии выстраивать, и гипотезы высказывать, и, соответственно, находить информацию, которая покажет, насколько ребенок владеет информацией относительно данного биологического объекта. Задание номер 4. Задание номер 4, на мой взгляд, очень интересно в том плане, что вот здесь как раз проверяется ценностное отношение обучающихся к живой природе, где необходимо известные пословицы проанализировать, метафоры или афоризмы, и пояснить их, в чем смысл этих метафор и афоризмов. Вот очень хорошо, что здесь требуется такой развернутый ответ. При этом обратите внимание, что к этому заданию есть ссылочка, что надо соблюдать нормы литературной письменной речи, писать аккуратно и разборчиво. То есть это тоже большой плюс. И также в данном задании, как, собственно говоря, и в задании в модели номер 2, проверяется, насколько бережно дети могут относиться к природе, насколько они бережно относятся к самому себе, вообще к самому процессу познания и так далее. Модель номер 5. Вот я ее специально оставила на более детальный разбор, потому что подобная модель встречается у нас в ВПР. И вроде бы она похожа на задание ВПР, но если мы помним, что во всероссийских проверочных работах вот такая картинка предлагается детям, где нужно ответить там на порядка 2-3 вопроса. То есть кто это, чем занимаются люди такой профессии, и насколько эта профессия полезна для окружающих. Что касается вот в модели номер 5 предлагаемых рекомендуемых заданий, здесь более развернутый, что ли, план вопросов дается, и при этом, отвечая на эти вопросы, ребенок пишет своеобразное такое мини-сочинение. Ну, вот мы видим, что не один вопрос, а их гораздо больше, и, соответственно, выполнение заданий здесь связано как с предметными знаниями в области биологии, и вот так и еще носят воспитательный такой характер, поскольку проверяется, опять же, ценность биологических знаний в нашей жизни, ну и, соответственно, вот какие критерии используются. Любопытно мне стало, когда я стала рассматривать критериальную оценку, ну вот здесь как раз модель описания ответа мы видим, да, то есть такое маленькое, небольшое сочинение, где должны быть законченные какие-то письменные высказывания, включающие те элементы ответа, соответствующие заданным вопросам.
Ну и, конечно, все должно достаточно грамотно оформляться. Вот надо сказать, что в рекомендациях предлагается даже использовать учителей русского языка и литературы при проверке вот таких заданий, поскольку, наверное, им гораздо быстрее будет найти речевые ошибки какие-то, грамматические, я думаю, мы и сами в состоянии иногда найти. Но вот речевые ошибки, пунктуационные какие-то проблемы, да, это уже, как правило, у нас учителя русского языка могут помочь хотя бы дать какую-то консультацию, поскольку мы знаем, что у них у самих занятость достаточно высокая. Какие же критерии здесь используются обычно вот при оценке? Наряду с обычными критериями, которые вот мы видим в данном случае, то есть приведен текст из 6-7 предложений, такие вот критериальные оценки мы встречаем и в ИПРах, и в ЕГЭ, и в ОГЭ, но здесь добавляется, обратите внимание, критерий номер 2, причем в каждой модели он присутствует, где оценивается еще речевое оформление ответа. И обращаю внимание, что если в первой части критериальной оценки не набрано соответствующее количество баллов, то критерий номер 2 ставится по нулям, то есть сразу же не оценивают вот это оформление, поскольку оно не соответствует правильности ответа. Ну, в общем-то, такие модели могут использоваться на базовом уровне, на углубленном уровне. Если нужно, например, выяснить склонности какие-то у обучающихся, их интересы, при работе, например, с ребятами, которые проявляет явный интерес к предмету биологии или вообще к направлению, естественно, научному. Такие задания можно использовать еще и, например, во внеурочной деятельности, в каких-то играх, конференциях, там, конкурсах, квестах. Их тоже можно использовать. И, конечно же, я думаю, что вот такие задания не настолько сложны. Собственно говоря, методические рекомендации можно найти по формированию читательской грамотности в естественно-научном направлении, можно найти на сайте ФИПИ, и там есть ряд примеров этих заданий, причем как по биологии, так и по физике, так и по химии. И если мы будем их вводить даже вот в наши обычные контрольные измерительные материалы, каких-то проверочных работ, контрольных работ, то я думаю, что со временем у нас дети научатся грамотно оформлять свои ответы, грамотно пояснять, грамотно выстраивать какие-то монологические высказывания, вести диалоги. И думаю, что мы с вами справимся с этой задачей формирования читательской грамотности. Вот. Спасибо большое за внимание. Микрофон не включен. Простите, пожалуйста. Спасибо, Наталья Владиславовна. Я бы так разговаривала. Вот. Я добавлю к словам Натальи Валерьевны и Натальи Владиславовны еще одно. Значит, все сайты они показали, все источники, где можно найти задания по формированию читательской грамотности, все это вы уже видели, все вы посмотрели. Единственное, что я добавлю. В конце ноября, начале декабря на сайте Академии повышения квалификации шел большой марафон функциональной грамотности. И в рамках этого марафона была издана вот эта вот брошюрка, которую я вам сейчас показываю, которая называется «Читательская грамотность». Вы видите вот эту вот брошюрочку, значит, это приложение для тиражирования, групповой индивидуальной работы и так далее. Где это найти, коллеги? Есть замечательная группа в Телеграме, Телеграм-канал, значит, открываете Телеграм, и в Телеграме набираете русскими буквами «Функциональная грамотность». Можно набрать просто «Читательская грамотность». И вот там, где вы открываете «Функциональная грамотность», у вас выскакивает, там написано, правда, что это группа для учителей начальной школы, но там столько полезного материала, который вы можете взять для работы, вот, и в старших классах. В том числе вот эта вот брошюрка, которую я вам сейчас показываю, она была как раз вот в этом, она была как раз на этом сайте.
Что я хочу показать из этой брошюрки? Я, конечно, моя душа болит о химии, и я хочу показать, конечно же, пособие, которое можно применять для формирования читательской грамотности по химии. Вот простите, не знаю, как в этой программе переворачиваются уже листочки, уже долистаю до 57-й страницы, на которой находится нужный мне текст. Значит, кейс «Водород», который вот там для формирования читательской грамотности по нескольким предметам. Опять обращаю ваше внимание, метапредметный подход. Видите? Итак, рекомендуемые темы, при изучении которых можно использовать этот кейс. Предметы: история, экономика и химия. И посмотрите, пожалуйста, расписаны подробно вот эти вопросы, которые можно использовать при изучении каждого предмета. Я не буду вас утомлять чтением вот этих заданий, но я вам покажу. Значит, вот эти задания как выглядят. Здесь, вот в этом пособии по химии, значит, для химии приведено два кейса. Вот первый кейс – это по водороду. Вот посмотрите, пожалуйста, сначала это формулировка вопроса. Видите, вот формулировка. Кейс, текст достаточно большой, вы видите, да? И посмотрите, пожалуйста, здесь и сплошной текст, и диаграммы, и рисунки, и какие-то схемки. Здесь есть все. Значит, и задания. Посмотрите, пожалуйста, задания, опять же, разной степени сложности. Посмотрите, пожалуйста, задания. Прочитайте тексты. И репродуктивное воспроизведение. Прочитайте текст и ответьте последовательно на предложенные вопросы. Нужно ответить на вопросы. Дальше. Дополните таблицу на основе информации из текстов. Посмотрите, о чем я говорила. Да? Заполнить таблицу на основе информации, которую ребенок взял из текста. Вот такие задания здесь, они практически для каждого кейса. И вот это пособие составлено именно так, именно в той форме, в какой будут сформулированы вопросы на тестировании ПИЗа, которые мы должны вот сейчас весной писать, вот это тестирование ПИЗа. Далее, посмотрите, пожалуйста, третье задание. На основе информации с приведенной ниже статьи дайте ответы на следующие вопросы. И еще задаются вопросы. Опять приводится статья, из которой ребенок должен найти ответ. Значит, далее. Следующее задание. Составьте план получения водорода, прочитав текст. Это задание, которое мы с вами можем использовать практически на каждом уроке. Ну, на каждом, не на каждом, но когда начинаем изучать разные классы соединений, да, и учителя биологии, учителя химики, я думаю, найдут, где применить вот такие вещи. Итак, составьте план получения или составьте план применения, чего угодно. Следующее задание. Следующее задание, пятое задание. Сейчас, минуточку, я увеличу опять. Итак, разделитесь на пары. С помощью дополнительных источников информации подготовьте и запишите рассказ из 10-15 предложений о перспективах применения водорода. Используйте не менее 4 источников информации и укажите их в конце рассказа. Посмотрите, пожалуйста, 4 источника. Уже свободное изложение темы – это уже достаточно серьезный уровень воспроизведения информации. Вот посмотрите. И ключи и критерии оценивания. Вот показываю вам остальное. Даны ключи, ответы, критерии оценивания. Все дано, все это расписано, сколько баллов и как. И точно такой же кейс дан по йодированию, йодированной соли и добавлению йода в пищу. И вот посмотрите, пожалуйста, точно такой же, посмотрите, какой большой текст. Вот точно так же дана таблица, и теперь надо проверить себя, значит, что надо сделать. Посмотрите, задание 1, 2, 3 и так далее, точно так же, как и в первом задании, все у вас расписано. Поэтому, уважаемые коллеги, вот эти пособия, еще раз повторяю, группа называется «Функциональная грамотность».
телеграм-канале, в телеграме она находится. Найти ее можно там. Пусть вас не смущает, что написано, что для учителей начальной школы. Там достаточно много участников, материалы интереснейшие. Оттуда очень много можно взять уже сейчас для работы. На этом я заканчиваю наш семинар. Желаю вам всего доброго, уважаемые коллеги. Приходите к нам в следующий раз. И всего вам доброго. Берегите, пожалуйста, себя. До свидания.